Здравствуйте, Александр Иконка. В данное время находимся на Олега Кошевого 66/1. 24 августа 2017 года, накануне прошлых выборов, мы посещали данный дом в рамках работы общественной палаты города Якутска по проблеме того, что вот жители данного дома, да, которые стоят сзади меня, обратились в том, что в данном доме жить практически невозможно. Мы его осмотрели, в принципе, да, ситуация была доведена до главы города Якутска, и по информации, которая у нас имелась на тот момент, расселение данного дома, получается, предоставление им новых квартир было запланировано на первый квартал 2018 года. Сейчас, получается, у нас первый квартал уже заканчивается, да, и, как мы видим, получается, дом не расселен, в таком же аварийном состоянии находится. Сейчас мы его повторно уже в зимнее время осмотрим, и по имеющейся в данное время у меня информации, конкурс еще не проведен, и обещают, соответственно, то, что расселение будет во втором квартале, то есть квартиры жильцы получат, да. Но сейчас мы с ними побеседуем, да. Может, у них есть пожелания какие-то кандидатам, которые у нас есть, или действующим депутатам, которые, по нашему мнению, бездействуют, да. Ну и, может быть, выскажут дополнительные пожелания накануне выборов президента России. Почему так у них обратиться происходит? К нашим депутатам. Как вас зовут? Елена Кондратьева. Угу. Мы бы хотели обратиться к нашим депутатам, чтобы наконец-таки они обратили на нас внимание, потому что... Вы знаете их фамилии? Ну, наш непосредственный депутат — это Петров, которого мы со дня прошлых выборов здесь и не видели. Никаких действий он не делает. И я не знаю, как они собираются дальше баллотироваться. Просто это бездействие уже надоело. Нам обещают каждый раз все новые и новые обещания. То 15-й год, то 17-й, то 19-й. То есть в результате нету никакой конкретики нет. Не дают нам никаких гарантий. Дом рушится, канализация нас топит. Мы скоро просто-напросто развалимся и кого-нибудь поубивает. Это никому не интересно. Очень бы хотелось каких-то конкретных действий и, по крайней мере, хотя бы дали бы какие-то гарантийные письма, что они конкретно отвечают за свои слова. Перед выборами мы, значит, лапшу на уши нам вешаем, а потом, после выборов, все, до свидания, и ни до кого не дозвонишься, никого не услышишь. Так, вы рассказывали, что вы не сможете голосовать, да? По причине, расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Валентина Наженинова. На голосование пойти не смогу, так как нет прописки. Живу в этом доме 12,5 лет. А прописки почему нет? Отказывают прописывать, так как дом у нас стоит в аварийности, хотя на самом деле в то время он еще не был аварийным. Отказывали. Сейчас вот у меня дочке исполнилось 14 лет, мы получили паспорт без прописки, нам дали разрешение временное только на получение паспорта. Ну и требуют, чтобы была везде прописка в школах и так далее. Сколько лет вы без прописки? В этом доме именно живу 12,5 лет без прописки. Штрафы, да, у вас? Каждый раз, да, если где-то что-то оформляемся, делали временную прописку несколько раз, но не в этом доме, да, оплачивала штрафы. Так, вы представители администрации микрорайона Марха. Как вас зовут? Меня зовут Любовь Анатольевна. Но хочу заметить, что администрация микрорайона Марха не занимается расселением жилых домов. Этим занимается департамент жилищных отношений. С нашей стороны были направлены туда письма. Вот, потом в единое, еще информацию мы предоставляем еженедельно по проблемным домам в единую диспетчерскую службу. Об этом доме там было упомянуто. Насколько я осведомлена, в настоящее время ждем решения, протокол, на котором департамент жилищных отношений совместно с руководством мэрии решают вопрос о расселении данного дома. А есть какие-то сроки оговорены или нет? В этом протоколе, если собрание было у вас? Я вам не могу сказать об этом, потому что протокол мы ждем, вот должен подойти. Где-то планируется, где-то, в этот год, начало того года. Вы вообще сами были в этом доме? Я была не раз. Давайте посмотрим еще раз. Давайте посмотрим. Идите, а? Да. А вы включите, потому что я эту квартиру открыла. Нет, напротив. Это? Да, вывел, страшненькая.
с рисками для жизни. Но зато там прям... Вот так, да. Че? Потихоньку? Я прям... Там ничего не упадешь на меня? Сейчас стойте, далеко не идите. Потому что Ой, тут прямо каждый шаг опасен для жизни. опасен для жизни. Да. Я понял. То есть здесь, да, вот это вот все рухнуло прям совсем. Вот там вот. Что-то снимаете? Что-то Да, да, видно? да, да, да. Видно, да? А можно представителя вот администрации? Ну, Да видела я все это. Что там смотреть? Ну как ты, а если а тебя... когда вы здесь были-то? Что-то я вот вас вообще ни разу не видела. Приходила в эту квартиру. В общем, вот это вот, да, стена опала совсем. Туда лучше не заходить. лет назад она упала. Вот в этой квартире человек замерз насмерть, на полу, Вы инвалид. можете фото сделать? Мне тут что-то камера купить. У тебя фотография получится? У меня камера плохая. Сейчас. А вот здесь, видите, вот здесь вот эта стена вообще упала, да? Они сделали подпорку. Ага. Потому что стена вообще упала. Туда ходить не советую. Потому что там прям страшно. Я прям опасаюсь. Вообще боимся. В эту квартиру ужасно. Тут кто-то умер, да, по-моему? Да, вот в этой квартире человек насмерть замерз на полу. Он инвалид, ему стало плохо. Да, пока у него был приступ, он замерз. У нас даже где-то акт был в свое время, судмедэкспертиза. Там температура минусовая на полу была указана. Видно телевизор? Да? Здесь хватит. Ну. Наташина квартира вот сюда, в 8. Она сейчас в больнице лежит. Ключи просто у соседей, ну, у нас. Человек инвалид лежит в больнице. Вот это вот типа так дом утепляется. Чтобы не выстудиться, называется у них. Система Николь тоже. Мы тут летом были на этой квартире. Да, вы были здесь. Ну, здесь вообще Ну тут еще смешнее хоть стало. что. Да тут вообще... Это у нее еще больше опустилось. Я просто сейчас... Берите такой ящик. Точно в голове упала. Ага. Да. Все. Не знаю, я сейчас что-то стену посмотрела. Точно пока ждала. Ага. Я тут с той стороны стена уличная прямо. Вот видите, вот этот угол, да? Обратите, пожалуйста, внимание. Ну, стена вот отвалилась, Да. можно сказать. Да. Оторвалась. И вот смотрите, как он, косяк вот этот. По полке даже повело. То есть дом падает. Только думал, что сейчас под домом людьми растает. Вот сейчас мы находимся по адресу Олега Кошевого, 66/1, спустя полгода. Как мы видим, ситуация без изменений. Дом, вот видите, вот в квартирах везде подпорки, балки стоят. Вот такой, да, такой русский народный метод благоустройства жилья. Комфортная среда городская. Ну, там вот с угла видно, как улица. А вон она улица. Да. Вот смотрите, Улицы. Трещина. трещина в стене, и на ней видно небо наше. Российское. Чистое голубое. Недавно я полемику вел, да, с одной девушкой, которая агитирует за партию власти, допустим, нашу, да, и она считает то, что все вот те, кто жалуются, да, они все, получается, предатели и, соответственно, шпионы американские, жертвы пропаганды. Я ей пояснил. Вот вы скажите, вот, например, таким людям, которые проживают в таких домах, почему они недовольны? Конечно, они будут недовольны, если в таких условиях проживают.
Вон, смотрите, потолок треснул. А я надула больше сейчас. Она вот там чуть начинает. Настя, я не надо. Я сразу, Настя, не надо. Потому что у меня лицо не маленькое. Когда начинаешь их, у нас здесь все же самое, да? Каждый важен, голос важен. Вот, Когда перед не- выборами люди нужны, Да. нуждаются. Конечно. Здесь прям вот система мебели. Потому что холодно. А, это Да. вот. Это у нас такое утепление. Да, надо было сюда Варламова вести, который рассказывал про... Ну, у нас самая такая страшная стена, это вот она. То, что вот, помните, вы снимали? Да, летом было, ага. Да. Вот это вот красота, которая вся сыпется. То есть это гипсокартон, да? Угу. Нет, это вообще ДВП. А, ДВП. То есть если это шевелить, там все начинает. А, Вот. ведет, да, Всё, получается, да? Выдавливает. Да. А открытая, здесь у нас закрытая дырка. В той комнате, по-моему. Здесь вот получается заделали, Ну вот чтобы не улица сдуло-то здесь, по совсем. идее, видна. Ну да. Ну ты сейчас-то не открывай, потому что... Да, уже тепло стало. А, жарко тебе уже, Да не поэтому. знаю. Здесь же Я еще, Кира. когда мы осенью снимали, моя рука В общем, уже не вот так. Ну, то есть там получается дырка, да? Да, там улица. То есть вот тряпки, которые заделаны, да, Ага. закрыли. И все это пытаемся утеплиться. Но обогреватель, Ну, он до сих пор не убран. О, Господи, что даже последний был. А у вас Карпата есть, да? Вот я напомню. Конечно. Сколько вы платите за, вот, за это удовольствие? В кавычках. Полностью? Полностью нет, Квартплата полностью оплачивается. говорят, нет тарифов на аварийное Я жилье. это видела все. Да, Видела. ну, Но не от меня же это зависит, Михаил правильно? Владимирович, привет передай. Мы свою, так сказать, роль в этом, как бы, ну как вам объяснить, письма туда отправляли, затем список аварийных домов отправляли, все в департамент жилищных отношений. Я Все понял. решается там. Да, Ткаченко, да? Да, Ткаченко. Так, ну, и у вас, допустим, вы с депутатом взаимодействуете с вашим Павлом Ну, Петровым? он есть, но я работаю, живу, нет, я живу в другом месте, поэтому с этим депутатом он часто бывает у нас, да. Встречается с жителями микрорайона Марха, но сильно с ним я близко не знакома. Ну, по логике вещей же, если он получается кандидат, депутат от Мархи, он же должен получать, он не должен же общественники ходить, получается, Да, да? это он должен все делать, держать на контроле, беспокоиться о своих жителях, да. о своих избирателях. Ну и подскажите, он же ж начал встречаться относительно недавно, что пошли в WhatsApp сообщения, что у него пункт там, пункт там. Все 4 года его не слышно было и не видно, он нигде никакие приемы не проводил. И Вот там эти ароматы, вот вся труба. и там вся эта То есть у меня голубя. вообще на самом деле был. Это кто должен делать? Это Артикострой же, да, получается? Ну, канализация это. Отвечает Арктикострой за Угу. теплоэнергия. Жилкомсервис, да, вот у нас там постоянно заливает, льет. Что, говорите, вот должен жилкомсервис делать? У них откачка септиков и обслуживание наружной канализации. Мы бы хотели обратиться еще раз к нашим властям, чтобы нам дали какие-то гарантии. Дали бы гарантийное письмо, что конкретно в какие сроки нас расселят. Чтобы уже не быть голословными. Отписок у нас очень много. И на 15-й год, и на 17-й хочется какой-то уверенности в будущем. Сколько нам еще терпеть?